Добрый день, дорогие бихчане. Сегодня утром я заметил, как в городе люди стали выходить из дома только в связи с острой необходимостью. Остальные сидят дома. Этим очень сильно помогают нам. Мы продолжаем дезинфекцию улиц и зданий города. Соответствующие службы работают в этом направлении. Но с приходом теплой погоды в городских парках и скверах стало заметно скопление людей. И не только взрослых, но еще и детей. Родителям хочу еще раз напомнить, что вы подвергаете себя и своих детей большой опасности. Нам пришлось направить их всех домой, несмотря на прекрасную погоду. Я понимаю, что детям хочется выйти на улицу, погулять. Но, как говорится, эту страшную болезнь таким путем мы не победим. И об этом с нашей стороны неоднократно говорилось. Всем надо думать разумно и не пренебрегать санитарно-эпидемиологическими нормами, соблюдать дистанцию и исключить контакты. Нам очень хочется, чтобы горожане понимали нашу работу. Все, что мы делаем, направлено для того, чтобы вас уберечь от опасной инфекции. Очень радует, что мы провели профилактические мероприятия и разъяснительные беседы. А сегодня вы прислушались и стал виден результат. Меньше народу становится на улицах. Помимо этого, насчет велосипедов. Советуем не кататься по городу. В случае выезда или нарушения требований норм режима чрезвычайного положения, ваши велосипеды будут временно изыматься. Хочу всем посоветовать занять себя дома различными делами. Например, во многих зарубежных странах публикуют необычные видеоролики граждан, сидящих в самоизоляции. Сейчас как раз такое время, чтобы открыть свои новые скрытые таланты. Запускайте различные челленджи по теме самоизолирования и соблюдению санитарно-гигиенических норм. Призывайте друг друга меньше контактировать и сидеть дома. У вас такие большие возможности через интернет помочь и поддержать друг друга в такой тяжелый период для нашей страны. Хочу выразить благодарность горожанам за проявленное терпение и понимание. Тем гражданам, которые переживают трудные дни именно в семейных отношениях или появились жизненные трудности, то нами будет оказана необходимая помощь. И мы постараемся помочь каждому. Дорогие горожане, силы терпения нам осталось совсем немного до победы над вирусом. Все зависит от нас самих. Дадим слабину и можем много потерять. Спасибо за внимание. Еще раз хочу пожелать вам доброго здоровья. При этом сказать, что это наша общая работа. И без вас мы с ней не справимся. Спасибо большое.